Здравствуйте, в эфире новости, в студии Василий Раченко и главное к этому часу. На смягчение экономического кризиса в Якутии направили свыше 23 миллиардов рублей. Паромные маршруты планируют закрыть в середине месяца. А в Нерюнгринском районе для детей из отдаленных местностей появился новый школьный автобус. Свыше 23 миллиардов рублей направили в Якутии на антикризисные меры в 2020 году. Об этом сообщила министр экономики республики Майя Данилова. За месяц объем средств на эти цели в Якутии увеличился на 2 миллиарда рублей. На реализацию федеральных мер выделено почти 18 миллиардов, включая 1 миллиард 100 миллионов на отсрочки по налоговым платежам и 5 миллиардов на дотации на сбалансированность госбюджета. Отмечается, что на реализацию региональных мер поддержки направили свыше 5,5 миллиардов рублей. Более 40 тысяч детей в возрасте от 3 до 7 лет получили ежемесячные выплаты в Якутии. Еще одна мера, предложенная президентом Владимиром Путиным по антикризисной поддержке семей с детьми от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей, перечислена более чем 120 тысячам заявителей. Общая сумма составила почти 2 миллиарда рублей. Ежемесячные дополнительные выплаты семьям по 5 тысяч рублей на ребенка в возрасте до 3 лет получили почти 40 тысяч семей на сумму свыше 600 миллионов. 100 новых случаев коронавируса выявили в Якутии за минувшие сутки. Из них в Якутске выявили 61 случай, 8 заболевших в Татинском районе, 5 новых случаев в Амгинском. Также по данным оперативного штаба республики в Верхневилюйском, Вилюйском, Нюрбинском, Чурапчинском районах выявлено по 3 случая, в Аймяконском районе 2, в Намском, Среднеколымском, Тампонском, Усть-Алданском районах по 1 случаю. Также новые случаи обнаружены в Усть-Майском районе, где весной и летом практически не наблюдалось распространения инфекции. Сегодня наша основная задача – это прежде всего не дать большей нагрузки для учреждений здравоохранения прежде всего и не давать распространиться заболеванию дальше. Глава Республики Саха-Якутия поставил в обязательном порядке задачи перед муниципальными образованиями усилить ответственность и контроль за теми, кто не соблюдает санитарно-эпидемиологические требования, которые установлены сегодня на территории в целом Российской Федерации и которые применяются в Республике Саха-Якутия. Кроме того, по 4 случая выявили в Жиганском и Мегино-Кангаласском районах. Они связаны с учебными заведениями. Районными оперативными штабами принято решение по ограничению обучения в традиционной форме. Это детские сады и школы села Майя, Харанского, Первого Нахаринского наслегов и поселка Нижний Бестях. В Жиганском районе принято решение о продлении каникул для детей. На днях в социальных сетях появилась информация о закрытии санатория Бесчегда, расположенном в городе Москве. Речь шла о том, что посетителей там не принимают из-за коронавируса. Как пояснила Ольга Балапкина, сейчас в санатории проводится проверка Роспотребнадзором. Другую информацию о несвоевременной доставке грузов опровергли в Госкомобеспечении. Сельхозпродукцию доставят в Среднеколымский район Якутии в полном объеме. Судно с плановым объемом отправится сегодня, 7 октября. Сообщается, что в текущем году навигация на Ленском бассейне проходит в сложных навигационных условиях, связанных с задымленностью, а также низкими уровнями воды на путях. Это привело к переносу сроков поставки картофеля и овощей для нужд Колымской группы районов. В связи с этим было принято решение о привлечении к перевозкам транспорта Колымской судоходной компании. В скором времени планируется завершить работу паромных переправ на территории республики. Об этом сообщили в Минтрансе региона. В зависимости от природно-климатических условий переправы Якутск-Нижний Бестях и Кангаласы-Сотинцы закроются 16-18 октября. Переправы на реке Алдан 12-15 октября и на реке Вилюй 8-10 октября. Вне сроков навигации на паромной переправе Якутск-Нижний Бестях будут работать суда в сопровождении тяжелых буксиров. Далее в период интенсивного ледостава планируется организация перевозки грузов по маршруту Жатай-Тектюр с сопровождением ледокола Паул Орб «Капитан Бабичев».
Сегодня в небо над Якутском поднимется первый в истории региона аэростат. Он будет украшен надписью «95 лет авиации Якутии». А завтра пролетит первый самолет, пилотируемый летчиком Фадеевым, что положило начало истории развития авиации самого северного региона Советского Союза. Тему продолжит Юлия Михайлова. Она на прямой связи со студией. Юлия, ты в эфире. Да, Василий, история воздухоплавания в России началась в 1731 году, когда в небо на воздушном шаре поднялись легендарные братья Монгольфье. Но за 50 лет до этого, об этом говорят хроники летописцев, рязанский подьячий соорудил нечто, закачал туда какую-то гремучую жидкость и поднялся, конечно же, с помощью нечистой силы аж выше Березы. Конечно, сегодня выше Березы уж точно поднимется наш первый воздушный шар в небе над Якутском. И его поднятие будет очень символичным, потому что 95 лет назад, именно 8 октября в 1925 году, в небо поднялся первый самолет. Он совершил взлет над Аркелагом и сел на Зеленом лугу. Самолет пилотировал летчик Фадеев. И вот с того момента начинается развитие якутской авиации. Конечно, вот именно этому событию, именно этой знаменательной дате посвятили наши воздухоплаватели поднятие воздушного шара над Якутском. Почему именно поднятие этого воздушного шара происходит именно здесь, над скульптурной композицией «Врата Якутска», над привокзальной площадью? Посвящен этот полет воздушного шара первого будет именно 95-летию авиации Якутии. Ну а о развитии якутского воздухоплавания расскажет генеральный директор предприятия «Саха Аэростат» Степан Перевознюк. Да, добрый день. Для нас это очень знаменательная дата, 95 лет Якутии, так как мы тесно связаны с авиацией. Сами работаем в аэропорту долгое время, окончили МГТУ гражданской авиации и решили заниматься воздухоплаванием. То есть подготовительная работа у нас длилась довольно долго. С 2017 года мы занимались регистрацией аэростата, получали необходимые знания и навыки, и теперь мы полностью готовы именно плыть по небу и заниматься воздухоплаванием. Я являюсь генеральным директором, также в компании мой партнер и друг очень хороший Евгений Афанасенко, он отвечает у нас за техническую часть, технический директор, и Илья Вертипрахов, это приглашенный пилот, мастер спорта по воздухоплаванию, он родом из Кунгура, также является членом династии воздухоплавателей. За неполный месяц мы совершили достаточно много полетов, налетали определенный налет часов, норматив, изучили зону полетов, совершили перелет через реку Лены, это также историческое событие, потому что до нас никто это не делал никогда. И у нас очень большие планы развивать воздухоплавание, заниматься развивать малую авиацию, заниматься туризмом и все, что с этим связано. Ну и стоит добавить, что история воздухоплавания у нас в Якутии открывает свою, ну скажем так, первую страницу именно сегодня. И у нас все произошло, все наоборот, скажем так. Если во всем мире в небо поднялись в начале воздушные шары, а затем появились винтотурбинные машины, но у нас первым взлетел в небо самолет, ну и сегодня, спустя века, в небо взмоет воздушный шар. Вообще история дирижаблестроения и воздухоплавания в России имеет такую очень интересную, скажем, динамику. Всплеск интереса и пик популярности воздухоплавания в России датируется 19 веком, когда, например, в Санкт-Петербурге обычная публика, горожане могли подняться на воздушном шаре и полюбоваться видами города на Неве. У нас в Якутии наши горожане, и не только горожане, но и огромное количество туристов смогут тоже опробировать такие полеты на воздушном шаре, подняться и полюбоваться окрестностями нашего края. Василий. На прямой связи со студией была моя коллега Юлия Михайлова. Юлия, спасибо за столь подробный экскурс в историю. Двигаемся далее. Новый школьный автобус появился в Нерюнгринском районе. Он поможет ребятам доезжать до школ из других отдаленных районов. Екатерина Павлова продолжит тему.
Восьмиклассница Катя Чумакова в этом году перешла во вторую школу города Нерюнгри, так как ее родная третья школа была реорганизована и присоединена ко второй. Новая школа Кате нравится, есть все условия для получения качественного образования. Правда, нужно ехать в другой район города. Но эта проблема решилась с появлением школьного автобуса. Это очень удобно. Ты успеваешь идти в школу. Он утром приезжает, утром садишься на автобус, едешь до школы, потом обратно со школы. Каждый ученик успевает доехать до дома. Очень удобно, много времени не тратится. На желтом солнечном автобусе во вторую школу ездит 27 учеников, проживающих в микрорайоне третьей школы. Автобус работает на линии первые 2 недели. Все маршруты выполняет строго по расписанию. Разработано 2 маршрута утром к первому и второму уроку, так как в период пандемии у нас разведены потоки обучающихся и начало уроков происходит в разное время. После уроков организовано 3 маршрута, после 4, 5 и 6 урока, так как дети разновозрастные. На входе в автобус школьников отмечают в журнале «Сопровождающий». Детям измеряют температуру. Следят, чтобы все пристегнулись ремнями безопасности и во время движения не передвигались по салону. По маршруту движения автобус идет со скоростью 20 км в час. За этим следит специальная цифровая техника, в которую комплектована машина. Также школьные автобусы развозят детей в поселках Беркагит и Тюльман. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Новый архитектурный объект. Теперь в Якутске можно сыграть в шахматы прямо на свежем воздухе. В эти минуты в пригородном поселке Жатай проходит презентация уличного шахматного поля. Прямо сейчас там находится моя коллега Виктория Федорова. Вика, день добрый. Расскажи подробнее об этом интересном архитектурном решении и когда будет сыграна первая партия. Василий, здравствуй. В эти минуты в поселке Жатай на центральной площади открывают новый архитектурный объект. Это уличное шахматное поле. Площадка открывается в формате благотворительного проекта «Шахматы в города». Его цель – благоустроить скверы и парки в разных городах страны, тем самым заинтересовать жителей интеллектуальным видом спорта. Площадь шахматного поля составляет порядка 16 квадратных метров, а высота фигур чуть больше метра. Вес их небольшой, около 2 килограмм, поэтому их с легкостью могут поднимать как взрослые, так и дети. Игровые клетки выполнены из качественной и надежной брусчатки российского производства «Выбор». Первая партия вот-вот начнется. Сразу после открытия на новом шахматном поле сразятся профессиональные шахматисты и архитекторы Центра компетенции по вопросам городской среды «Лето». У меня все. Василий. Открытие шахматного поля в Якутске осветила Виктория Федорова. Виктория, спасибо. Это вся информация к данному часу. До встречи в следующем.